Современное асфальтное покрытие, дорожные знаки, ограждения и разметки. Долгожданный участок дороги ФАТ-Кавказ готов к открытию. Этот объект связывает регионы Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому от качества полотна напрямую зависит удобство для автолюбителей. Строительные работы проделаны в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-217. Рабочие постарались полностью преобразить участок. Созданы также и социальные удобства. Глава республики лично приехал оценить проделанную работу. Махмуд Али Калиматов отмечает, как важно строить качественные дороги. Ранее с жителями договаривались. Вопросы решали и в судебном порядке. Махмуд Али Калиматов отмечает, если бы каждый пошел навстречу, сделать удалось бы еще больше. Ведь условия создают в первую очередь для людей. На этот момент еще, значит, нужно более 150, да? 56 участков. И эта сумма 500 миллионов. Понимаете? Мало того, что мы затрачиваем человека-часы в судах, мало того, что сегодня не хватает финансирования, они выбивают эти деньги, чтобы нам достроить. И я просил бы, чтобы если незаконно, если без всяких юридических оснований человек требует то или иное, ну, поймите совесть хоть. Вот что я еще могу сказать? Потому что мы бесконечно можем в судах сидеть. Но это переход на Хамебиер. Это же удобно, это же правильно. Понимаете? Вот я бы просил бы, может, дорога должна была, и они бы ее построили еще в 2020 году. А сегодня 25-й год. Махмуд Али Калиматов отметил, что несмотря на все сложности, работа будет завершена. Региону предстоит выкупить объекты, перенести все коммуникации, сетевые трубы, энергетику, газопровод и не только. Жителям важно понимать, какой большой фронт работы предстоит. Помимо прочего, до строительных работ была проделана тщательная государственная экспертиза. Только потом рабочие приступили к строительству. Махмуд Али Калиматов выразил благодарность всем, кто старался. Я просто по-честному и искренне хочу спасибо сказать руководству Росавтодора, искренне. В этих сложных условиях еще финансирование, ведь стараются, чтобы еще финансирование, значит, дополнительно еще выбить, чтобы до конца сделать. У нас здесь остается еще там несколько километров. Но я думаю, 5,9. Вот, 5,9 километров. Но если мы поможем с этой стороны, то финансово они то, что, чтобы затрат у них не было, кроме того, как сделать нам хорошую дорогу. Я хочу тоже сказать спасибо за поддержку, которую дорожники чувствуют на ингушской земле на протяжении всей вот этого участка, этой стройки, которая действительно затянулась из-за того, что мы же не можем обижать интересы наших граждан. Не можем. Ни в коем случае. И мы двигаемся вперед. Сегодня очередной этап. Мы хотим открыть вместе с вами, с вашего разрешения, проезд по этому путепроводу, что облегчит и трафик для транзита по Р-217 и даст нам возможность еще более ускорить работы на всем остальном направлении. Вы справедливо постоянно на этой стройке делайте свои комментарии в сторону строителей, в сторону Росавтодора. Мы это все поддерживаем, исполняем. И в том числе благодаря этому сегодня вот до такого этапа дошли. И работу, вот опять же, по инициативе главы республики мы вот эту развязку модернизировали, немножко изменили съезды, сделали экспертизу вы провели более удобную транспортную доступность со станции скорой помощи. То есть несколько моментов социальных удалось учесть, провели дополнительную экспертизу и сегодня вот открываем. Планируем край в 2026 году весь этот участок закончить. Коль получится вот с освобождением и компенсацией земельных участков сделать больше, быстрее, сделаем быстрее. Поэтому стремление большое. Хотим, чтобы вся Р-217 ехала комфортно по 4 полосам, не задевала интересов граждан, а только способствовала развитию всех кавказских республик, которые на протяжении всей дороги, в том числе, конечно же, и Республики Ингушетия. Протяженность объекта 25,9 километра. И вот по традиции глава республики и руководитель Федерального дорожного агентства дают старт движению. И первой по новой дороге проезжает строительная техника, которая работала над преобразованием участка. Поехали. Команда, поехали. Поехали.
Дорога официально открыта, ну а впереди другой важный фронт работы на оставшихся километрах. Рина Цычоева, Хаваш Гуйгов, Магаз 24.